присутствовать на ингушском ковроделе, который мы организовали для наших общин, представителей общин, которые должны были прийти, но, к сожалению, не все пришли. Для тех, кто пришел, сейчас мастер-класс проведет Зайнаб Зарахова. Ну, желаю, чтобы у каждого получился то, что он задумал. Пожалуйста. В общем так, родные. Мы сегодня встретились с вами на фестиваль, на праздник ковровых орнаментов, ковровых изделий. И я думаю, каждый из вас, если вы интересуетесь этим искусством, найдете вот какие-то перекликающиеся мотивы в культуре разных народов. Но вот почему именно вот войлочное орнаментальное ковроделие? Оно было издревле развито у всех народов. Как делали войлоки, как уплотняли, все это тоже осталось в памяти, в записях, в разных культурах. А почему именно войлочное? Так, потому как овцеводство было очень развито, здесь на Кавказе особенно, и развито оно было и в Средней Азии, и в других регионах. И сами овцы, я бы сказала, даже подсказали, как делать тот же войлок. Когда шерсть спадала с них, то они сами же по этой шерсти бегали, сами же уплотняли, и мы всему учимся у природы, и у тех же растений, у тех же животных. Ну, вот таким образом сама идея пришла, что можно уплотнять, можно эти ковры делать. Появлялись ковры одноцветные, а мы знаем, что в природе есть овцы с белой шерстью, с черной, коричневой, серой, бежевой. Ну и получались вот такие вот уплотненные коврики, войлоки. У нас их называют фешт, фетр, видите, перекликается когда. А фешт это войлок. Со временем начали уже думать далее, а что если бы их соединять как-то? Из естественных цветов соединяя, получали вот какие-то рисунки. Поскольку не было письменности, потом что-то святое, значимое для себя, начали закладывать в эти рисунки. И уже позже, лет 200, 300 назад, появились крашеные войлоки. Красили природными материалами. И потом уже целые мысли, тексты перекладывали на ковровые полотна. Ковровые полотна, именно вот войлочные, они были почитаемы, они были значимы. Значимы в силу того, что ковер войлочный несет тепло, несет достаток, как понимали. И у нас вообще говорили, что если в доме у вас овцы, и вы занимаетесь овцеводством, у вас всегда будет изобилие. И так получилось, что именно вот бараны, овцы, они прошли через все религиозные понятия, и ощущение значимости сохранялось во все времена. И по сегодняшний день у нас, вот, например, на столе для почетных гостей всегда стоит баранье мясо, там голова барана, так вот обрабатывает все это хорошо. В разных культурах по-разному значимость овцы и барана тоже показывает, и по сегодняшний день. Так вот были вот еще лет 150 назад, 100 лет назад. Вот даже вот блюда сделаны вот, пироги треугольной формы, которые назывались божильгиш. Этими божильгиш во время ритуала просто вот угощали. Были круглые чапльгиш, ольгиш. Ольг это типа лаваша, хлеб ингушский. Да. И на столе появлялись как ольгиш, вот эти вот круглые лепешки, треугольной формы, божильгиш, а боч это голова как бы барана, голова водителя этого стада. То есть все это потом закладывалось и в рисунках. А по сегодняшний день в ингушской культуре сохранилось понятие, что невесту надо встречать у порога войлочным ковром. И мне приятно, что сегодня вот эта традиция возродилась, когда каждая семья хочет, чтобы рисунок именно своего села, своей фамилии был на ковре, которым встречают невестку. И это уже традиция работает. Но вот рисунки сами, откуда были придуманы мной, например, когда я начинала работать, это прежде всего из старинной рукописной книги альбома «Ингушские орнаменты», 24 год. Вот книга такая появилась в результате этнографической работы, когда в горной Ингушетии первый профессиональный художник Хаджибекар Ахриев, естественно, по заданию плановому, делал зарисовки как войлочных ковров с орнаментами, так и другие орнаментальные какие-то композиции на разных предметах.
Это было общее такое научное понимание, что нужно зарисовать ковровые орнаменты. Орнаменты на разных изделиях, так как эпоха меняется. Меняется отношение к промыслам тоже. И в 1904 году на съезде кустарников было об этом даже сказано, что ученые должны исследовать, должны зарисовывать, чтобы это сохранилось века. Но после исследования вот этой ковровой темы я перешла к работе. Конечно, вот сама уже работа с коврами, она еще более углубляла наши знания и понимание сути и важности этого искусства. Вот перед вами ковры. Вот самый крайний ковер, он называется бурук. Обратите внимание на него. Вот он, второй близнец этого ковра. Вот один и тот же орнамент вырезаем на двух полотнах вот здесь. Видите, горчичный цвет и коричневый. Вырезали, а потом переложили вот эти орнаменты из одного поля в другое. И получилось что? Два ковра получилось двухцветных. Так же? Ну а образы какие здесь даны? Вот обратите внимание. Видите, крылья, образ орла, да? Это вот орел в полете, он как бы это владеет всем и вся. Это очень сильная, мощная птица, которая, ну, просто вот пользовалась почитанием. И мастерицы закладывают этот образ. Мы видим далее, что здесь же на ковре появляется и образ аранта. Образ аранта, это вот, посмотрите по центру. Это вот когда в молитвах взывали «Ва вези вахки идеалы», это вот на ингушском «О великий Бог», то есть Всевышний. И вот это понятие «Ва вези вахки идеала», обращение к Богу, оно постепенно сменилось, когда перешли к единобожию, уже к исламу. Сегодня, когда говорят «Диала», когда говорят «Аллах», понимают как единобожие. То есть вот эти вот древние вещи, они закладываются в эти ковры. Потом вы видите вот такие вот острые очень крюки, да? Это когда тяжело жилось, жили в горах, было очень трудно. И только характер, честность и мужество помогали выживать в этих местах. Но еще что интересно, вот какую бы ковровую композицию мы ни взяли, чаще всего мы видим, что закладываются здесь и лунные циклы. Так вот здесь, например, от 28 до 30 мы понимаем, что это полный лунный цикл, да? 28 дней. Там потом с перемещением 29, а если 30, то вообще считается, что это очень харизматичная такая композиция. И этот ковер, я вам скажу, пользуется большим таким спросом. То есть эта композиция именно. Но вот здесь рядом вы видите ковер, который перед вами. Он уже как бы моей авторской такой задумки исполнения. Ковер этот я назвала фарл, то есть изобилие. Изобилие, здесь мы видим и рог изобилия, мы видим здесь какие-то вот роскошные такие орнаментальные, спокойные рисунки, линии. То есть нету вот той сложности и тяжелого выживания, которое мы видим на одном ковре. Здесь уже вот более мягче позиции, и здесь уже изобилие. А вот перед вами лежит ковер, вот где изображена и голова тура, и рога. Видите, не надо поднимать. Посмотрите, и это опять же говорит, что это животное очень почитаемое, что оно очень полезное. Вот сегодня, наконец, снова вернулись к тому, что и баранье мясо оно полезно, что и в пище почетным гостям чаще всего блюда из баранины готовили. А вот рядом с вами это оленьи рога. Видите? Вот видно, да. Видно Похоже, сразу. да. Вообще у ингушей издревле не было тотемизма, вот как такового, поклонения животным, что произошли там. Но было почитание некоторых животных. Вот, например, олень, оленьи рога, они перекликаются с понятием древа жизни, то есть с продолжением жизни. Перекликаются с солнцем, а мы знаем, что все народы прошли через солнцепоклонничество, через луннопоклонничество. Но вот эти мотивы, они нет-нет, да, отражались. Вот я сегодня не взяла с собой, но здесь вы видите на коврах, мы из старинного альбома делали, есть мотивы, которые так и называются «Древо жизни». Древо жизни – это когда мы говорим о том, что, вот посмотрите, нижняя часть со своими корнями, она показывает, что это ушедшая эпоха. Предки – это корни, середина – это настоящее время, а выше – это крона. И жить нужно так, вот как говорят мудрецы, чтобы потомки могли гордиться предками. И никогда не забывать, что всегда все идет по кругу.
что то, что оставлено, то возвращается потомкам. То есть вот эти вот идеи были, и у ингушей считают очень важным и главным знать своих предков до 7-го колена. Знать поименно. И вот это приводит к хорошим результатам, когда я обращаюсь к девочкам и говорю, а вы давайте до 7-го колена бабушек своих ищите. Кто каким искусством занимался. И выявляются и золотошвейки, выявляются и мастерицы, не только войлочного ковроделия, но и ковроткачества, и петельчатого ковроделия, и разных искусств. И тут уже вот, когда тема начинает работать, каждая из них бывает заинтересована, чтобы больше информации узнать о своих корнях, о своих бабушках. И уже вот когда ты на достоинство их немного так вот капаешь, имея уважение к себе, ты должен чтить своих отцов, дедов, прадедов и по линии матери. Мать, бабушку, прабабушку. И знать о том, как развита была у них художественная культура. И вот сегодня мы попробуем с вами изготовить коврики. Я заготовки сделала для каждого из вас. Может быть, кто-то захочет уже вот конечную стадию выполнить работы. Конечно, я уже несколько версий сделала. Начало работы, середины, где-то надо только обшить. Здесь у меня ковры разные, которые были сделаны в рамках выставки «100 ковров к столетию». В прошлом году мы отмечали столетие ингушской государственности. И почему именно эта идея была 100 ковров к столетию? Так как зарисованы они были в разных селах и населенных пунктах Ингушетии. И тема как раз-таки говорила за себя. Зарисованные 100 лет назад ковры были выставлены в прошлом году. Вот я вам пока просто покажу начало. Да. Чтобы делать ковры, нужно валять войлоки. А чтобы войлок свалять его правильно, так хорошо уплотнить, нужно время. Но, естественно, мы сегодня с вами время на этом не можем терять. Я готовые привезла. Эти войлоки я, правда, валяла уже на станках. Вот посмотрите, один и тот же рисунок был вырезан на 2 полотнах, да? И потом переложены из одного в другое полотно. И получается 2 ковра, да? Но для того, чтобы получился ковер полной такой комплекции, нужно, чтобы они были обрамлены. Вот основную мысль мастерицы закладывали в центр ковра, а по кругу чаще всего шли орнаментальные такие линии, эти барельефы, которые просто окольцовывали вот эту картинку внутреннюю. Видите? Да. Вот здесь, чтобы показать, что это нужно все-таки тесемкой обработать, я это обработала, приготовила. Вот серединную часть нужно еще стачивать плотно, потом обрабатывать тесьмой, и потом только получается ковер. Так вот теперь вот подойдите, 2 девочки, и соберите следующий ковер. Подойди сюда. Вот, соберите этот ковер. Длинные полоски. Вот они собрали свой коврик, да? Но для того, чтобы мы коврик довели до завершения, мы каждый отдельный кусок берем и обрабатываем. Здесь мы должны тесемкой обработать этот орнамент, да? Чтобы очень четко все это вырисовывалось. Что характерно коврам ингушским особенно, это четкость в исполнении. Это врезная технология. Мы не пользуемся там в ковроделии вкатанной технологией. Бывает размытость окончания, а у нас все это должно быть очень четко, так, четко выделено. Вот теперь вот по углам обратите внимание, что вы видите здесь. Это птица, это ласточка. А вот эта ковровая композиция была придумана Даутбековым Газимагомедом. Он сделал эту композицию в память о своем друге Дашлуком Альшагове. Дашлуком Альшагов был профессором, они дружили очень сильно. И вот он придумал памятник, на нем нарисовал ковер. И вот по углам ласточки, которые уходят, то есть унесли они душу его друга. И он очень сильно переживал, что потерял такого человека. И композицию такую он придумал в память о нем. Так вот, вы сейчас соберите эту композицию, просто закрутите и уберите. Ладно?
Убрали? Так, теперь мы с вами просто попробуем. Девочки, попробуем просто на деле увидеть, как выполнялась эта работа. Так вот, вы в костюме подойдите сюда, пожалуйста. Вам очень костюм идет. Вот в чем особенность ковроделия у ингушей. Вот любой рисунок вы можете сделать по технологии четвертушки, то есть четвертую часть делаем этого узора, и этот узор перекладываем четырежды. Но для того, чтобы работа была очень четкой, вам нужно определиться с центром. Под углом 90 градусов, чтобы ровные четкие линии были. Вот теперь кладешь вот таким образом орнамент, иголками закрепляем и начинаем обводить. Так, сейчас иголки принесу, обводить. Ага. Тут, понимаете, ни в коем случае рисунок не должен ни на миллиметр отступать от своего рисунка. Очень четко нужно обвести. Потому что мы, когда будем перекладывать, малейшее несовпадение приведет к искажению всего полотна. Вот, обведите, пожалуйста. У нас здесь есть и выставка. Можете просто посмотреть, как работает мастерица. Вообще во всех коврах основная мысль, основная идея, когда не было письменности, были ковры, закладывалась по центру. А уже вот то, что вот вокруг, это было типа оберегающим центральную мысль. Вопросы задавать можно, да? Как? Вопросы Конечно. можно задавать? Может, встреча? Конечно, да. А вот сейчас здесь у вас в современности Погромче, пожалуйста. у вас используется как бы вырезная система, Да. да, вырезаете из Да, да. войлока, да? А вот когда те века прошлые, которые вы изучали как историк, да, Да. а там было просто полотно клали и по нему делали, вот вы говорили, там нечеткие очертания. Да. Это было, наверное, несколько веков назад, когда-то, да, когда закладывалась скульптура как таковая, да, или это всегда было вырезное? Вот когда начинали, вот очень Да, в отдаленные давно. времена, вот тогда вообще не было никакой технологии. Просто вот катали, валяли, уплотняли и работали эти ковры. Но вот с тех пор, как появилось понятие вот ковры как украшение для дизайна, чаще работала врезная технология. Помогай, не стесняйся. И вы знаете, вот Пусть она поддержит. Пусть врезная технология, чем еще вот Ну, объясняется? она четкая, конечно, такая эффектная, да. Да. У нас ковры делали в качестве подарков, дарили. Это вот когда невеста выходит замуж, у нее в приданом ковры. Ковры дарили мужчинам. Особенно ковры с орнаментами, там характер. Их дарили мужчинам, их вешали на На стену стены. тоже? И никогда по орнаментальным коврам не ходили. Сегодня, правда, придумали все и ходят по коврам там. А когда-то это было свято. И вот если сегодня я делаю ковры и дарю, я только дарю их вот в качестве подарков, может быть, старейшинам, дорогим гостям, чтобы они были как молитвенные или как просто паной Особенно их для используют. мусульман, наверное, Да. да? ведь, по И как сути? паной используют. И вот возвращаясь к истокам, мы видим на разных коврах разные живые изображения. Но в ингушских коврах ни одного живого существа я Как не такового вижу. нет. Не было и 200 лет назад. И вот те вот элементы, о которых вот я говорю, это уже по ходу Образы. исследования. Образы, Я да. вижу, что вот мысли оставляли в них. Но в основном спросовыми были и пользовались такой вот значимостью именно врезной технологии ковры. Вкатанные, размытые. У нас вот просто могли быть там где-то дома использованы, но не более. Но даже те ковры, которые дарили женщинам, или женщина везла для себя этот ковер, там по контуру могли обработать, но ковер был однотонный и назывался он истинки. Истинки. Это от того, что от устхентха, уст, ист, это Ось, как бы, вот это да, да. основа, да?
из какого сырья готовилось. Ну, вот так и называли ковер. Бывает иногда, что все ковры, даже орнаментальные, называют просто одним словом из пингиш. Они так или иначе готовились из шерсти. Так же? Вот видите, они уже хорошо уловили, что нужно делать. Теперь этот же рисунок они перекладывают и обводят еще раз. Так, девочки, закрепите иголками. Ну, в общем, меня здесь нету, вы работаете сами. Понятно, белорусские видишь, у тебя... И потом, уверяю вас, вот в культуре разных народов вы найдете перекликающиеся мотивы, как готовили. И у вас, у предков, эта технология была. Во всяком случае, рисунки перекликаются, орнаменты. Да, я увидела очень много татарских мотивов, общих каких-то элементов. Перекликаются. Вот, например, вот это. То есть там мы на видео увидели, что невеста, когда пришла, национальная у вас Да. надо было, я еще подумала, ей постелили ковер и положили веник. Да. В моем представлении было, у нас у татар тоже становится на нее ковер, это же веник дает, и она как бы наступает и заходит, первый раз в дом заходит. А она взяла и не наступила на него, то есть это было исторически, да, голосование. Она веник положила и завернула. Я еще думала, надо будет обязательно спросить, почему она не наступила. Почему так? Да, почему так. Оказывается, это очень важно. У нас говорят, если встречают невесту именно войлочным ковром, то это ей как бы желают изобилия. И поэтому это остается в силе до сих пор. И есть такие вот записи фольклорные, где говорится, вот когда спросили у овцы, а вот чем ты, так вот почитаем, она говорит, если будет у вас овцеводство, если будет у вас овца, то в один угол я кину шерсть, в другой угол мясо, там молоко, а там и лечиться будете благодаря мне, то есть моему присутствию в вашем доме. И вот этот контакт считается очень важным. Вот вы видели картинку, где невеста сворачивает ковер и откладывает. Как раз таки ее встречали ковриком из села, в которое она пришла. Рисунок тут называется Мочхаюш. Есть у нас такое старинное село, заложил его когда-то Мочх Базоркин. Селение называется Мочхаюш, и на родном языке так и говорят сегодня. И этим ковром, этой композицией встречали невесту. То есть еще возможно, что у каждой деревни у вас в Бушете есть свой В рисунок. том-то и дело, да? что... Своя закладка вот этого В рисунка. том-то и дело, что именно вот зарисовался в то время художник ковровые композиции из разных населенных пунктов. И когда я начала интересоваться, а вот почему именно здесь вот такое обилие деревьев? Вот я рисунки эти принесла. Куда они делись? Цветы, ваши. Вот, посмотрите, вот рисунок этот был зарисован в селении Альтиево. А здесь изобилие вот этих растительных элементов, да? По мере того, как с гор спускались на равнину, появлялись и растительные уже элементы. То есть уже мягче и жизнь легче стала. Но вот когда я начала интересоваться, а почему именно вот в Альтиево зарисовали, я выяснила, что там было и садоводство, и даже имена тех, кто разводил сады. И вот мастерица, видимо, просто вот захотела переложить вот то, что она видит вокруг. Или вот ковер 12 оленей. Я здесь просто для детей готовила вот эти раскраски. 12 оленей закладываются художница здесь так, что они как-то перекликаются, но если посчитать, то по кругу 12 оленей. А 12 число очень почитаемое. Это и у многих народов такое число замудренное. Но здесь я вам говорила раньше, вот, древо жизни – это идея продолжения жизни. Она в культуре всех народов. Здесь корни, это современность и дальше потомки. И жить надо так, чтобы мы понимали, что все идет по кругу и все возвращается. Так, ну я думаю, вот то, что делают девочки, все очень понятно, да? Да, Вкладывать, да, иначе ваше время потеряем. Может быть, мы перейдем к коврам тогда уже? конечно. Так, девочки, спасибо вам. Я вас в свою мастерскую приму. Только у мамы материал спросите. Хорошо? Спросите у них, можно ли ехать ко мне, ладно? Кушайте. Вы моя золотая. Ну, сделайте нам фотографию. Ладно, вот это вот с края стола. Все уберись. Скручивайте ковры.
Так, работаем. Вот теперь не знаю, как быть. Я принесла ковры разной степени готовности. Кто-то будет с нуля все делать. Прекрасно. Так. А кому нужно быстро, те посмотрите, вот, что остается для вас. А вот ты пока отложи. Вот центральную часть сделали. Пришить нужно будет только крайние вот эти две части. Потом украсить белой тесьмой и обкатать оранжевой лентой по краю. Это совсем упрощенная А завтра у форма. вас то же самое будет же? У нас разные варианты есть. Как? Хорошо, я очки. Так, это одна из таких легких работ. Так, все, что нужно для работы, заложено в пакетике. Принеси-ка пару пакетов еще, Адам. Сейчас. Можно выбрать цветовую раму? Да. Ну, если девочка, она такая светлая, я думаю, ей можно светлее гамму дать. Вот Ты хотела это, умничка. да? Видите, Умничка. вы же поняли, что рисунки перекладывались из одного в другое. Так же? Посмотрите. Вот две композиции, которые были переложены. А как это понимание переложено? Переложены как? Вот мы только что кройку показывали. Этот орнамент мы вырезали, в буквальном смысле вырезали. И такой же орнамент вырезали на черном полотне. А потом отсюда оранжевый орнамент переложили в черное полотно. И черное полотно, то есть орнамент вырезанный, переложили в это полотно. Так на самом деле было два цвета изначально. А, вот так. Да. Вот, то есть два одинаковых полотна было. Два разных полотна. Ну, Оранжевое. разного цвета. А Да. по размеру одинаковые. Размеры одинаковые, разные цвета. Один и тот же рисунок выкраиваем на одном полотне и на другом, а потом переложили их. Переложили, потом наметками собрали, потом уплотнили, стачиваем плотно-плотно, а потом уже покрываем белой тесьмой. Тесьма тоже может быть разной сложности. Ну вот, что вам больше понравилось? Это, да? Девочка с характером. Да, она Такая. умничка вообще. Молодец. Она поставит цель и непременно к ней придет. Адам, поднимите вот эту повозку. Так, и ты сейчас что делаешь? Вдеваешь белую нитку в иголку и начинаешь просто собирать вот этот ковер. Вот, белую нитку вденешь в иголку и просто наметкой соберешь, хорошо? Но в первую очередь вы положили перед собой, да? Берешь линейку, кладешь и проверяешь, ровная ли линия. Если она не ровная, то мы с тобой выровняем. Хорошо? Давай, родная. Работай. Мы через год приедем еще на вашу выставку. Так, принеси еще тоже прикид. Дальше. Так, это вот то, что побольше требует работы. Может быть, это мы девочке дадим? Посмотрите, вот цвета, казалось бы, такие немного мрачные, да? Но они тем самым только создают такое богатое ощущение и контакт с древностью. Я просто ищу близнеца этого ковра. Как зовут Если нашу я переложу юную вот мастерицу? Как ее зовут? да? А теперь что делаете вы? Вы просто берете... Как ее зовут? София. София? Умничка. Я знаю, что ты русская. Мы тебя сегодня примем, Ингушка. А выберите мне. Принесите вот те пакеты еще. Что побыстрее это то, что вы показывали, да? То, что побыстрее, это долгая работа будет. Это самый большой ковер по сложности. Сейчас я покажу. Дайте два пакета. Ну, дозвольте, Албас, чтобы вы это... Адам, принеси пакеты. Зеленую вот эту ковер. На хоккейную матч все делаем. Кто с кем? Там географическое общество, Сочи с этим. Я тоже не знаю, мы там просто
Про Сталина будем. Я могу помочь. Да. Со Спартаком. Ага, понял, спасибо. Так, все работники сели. Так, вы, пожалуйста, белые пакеты. А ты что не работаешь? Начинайте работать. А? Почему? Так, теперь смотри, ты сядь пожалуйста, с этой стороны, чтобы я легче работала. Мама, да. Ну ничего. Ты будешь такой? А что такое ты? Ну она ровно, да? С верхней стороны и с нижней. Шьете мелко так, миллиметра 2, чтобы по обе стороны брали. Ну вот так вот? Да. Просто шьете. С лицевой стороны переворачиваетесь с изнаночной. Центральную давай встречу. Нет, одинарная. Одинарная, она как бы на выходе из шестинки, понимаете? А вы не будете шить? Думай. Она мне пока будет. Можно я буду помогать? Скажите, вы какую общину представляете? Она работник. Я работник Дома культуры. Понятно. Вас- А я белорусская. Вы белорусская, да? Белорусская община. Вот видите, пришла. Ой, я не попадаю. А вот Белоруссия же тоже славится своими вот узорами. Да. Вы что-нибудь общее находите в этих узорах? А это все, понимаете, слово называется истоки. Все мы вышли оттуда. Вот. А так, все для жизни. Понятно. Спасибо. София молодец. Больше всех работает. Технология пошива. Но это не значит, что ковродели учат. Ковродели это такое. Скажите, вы какую общину представляете? Я татарскую автономию. Скажите, ну Татарстан тоже у нас славится своими узорами, своими орнаментами. Вы что-нибудь общее находите здесь? Да, я вот посмотрела, есть в этих местах очень много, но татарская культура тоже богата орнаментами. Конечно. У нас практически все костюмы, все Да. наши тюбетейки, они все насыщены орнаментами, поэтому здесь очень много общего. В принципе, мусульманская культура, они, наверное, все так или иначе похожи друг на друга. Поэтому мне интересно, очень нравится примерно похожие с орнаментами с татарской культурой. Спасибо большое. Это классно. Вот это не очень, а вот это прям... Да, вот это очень бывает. А потому что когда прыгал... Нет, смотри, нет, не возвращайся. Иди поэтому, ты когда вот тут будешь, ты вот эту вот поняла? Это я логически так размышляю. Главное зубами. А то будет как у Софии. Ну упала, хорошо, что шея на месте. А как она упала? Ну она прыгала с буны, ну. Ну, с буны прыгала, а зуб как? Ну, об камень. Неудачно. И потом хорошие мастера длиннее нитки не вдевают. Поняла? Потому что А жил нитка должна быть по локоть всего. Я правильно по локоть? Да, да, правильно. А мы это сделаем. Ой, да, Лёхи. Ты же сиха. خديجة ياسر. Ой, да, Лёхи, хоть сиха. Ехал. محمد ييس. إلى زيد. أي صورة يرحم. أي ده اليوم يرحم.
Sanık mı yerin çıkı? Dedi, dağıttırıyoruz, ilezi yok kaya. Yok kaya diyorlar. Hadi ya galiba. İlezi, ha. Ya çok ediliyor, Samira. İnşallah ya, biz çok ediliyor. İnşallah ya. İlezi, bir... Yaş koku ilesi. Allah epey var. Sebebi. Getirse bacım elbette. Yer var ha. Evde bir de ilezi. Yer hazır kesin. Yer yoksa da ya. Yer hazbe. Deniz bir kazı. Ama yer kayın. Yer gidemez. Bu Da şey. da ya. Da. Делать потом газеты. Я же правильно сказала? Это ровная линия 5 миллиметров. Эта линия скроется под это тесьмо. Да, я понимаю. Понимаете? Сначала черными нитками делать посадку. Затем пришивать. Вот эту сторону. Как пришивать? Вот эту сторону. тесьму? Вот эту сторону. Надо делать. Давай. В общем, чтобы по 2 миллиметра можно выбирать с двух сторон. И вот так, этим пальцем вытягиваете, уплотняете. Каждый раз вытягиваете. Красиво. И четко ложите. И не дай смотрите. Вот так, сюда смотрите. Вот 2 миллиметра отсюда, 2 оттуда. Иголочкой просто проткнули и вытягиваете. А потом опять берете и цепляете пальцем. И каждый раз вот так вы уходите вперед. Понимаете? Я даже пуговицы не прошиваю. Все работает.